Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 79 копеек, евро остановился на отметке 83 рубля 15 копеек. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 73,43, продает азиатско-тихоокеанский за 73 рубля 90 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 83 рубля 25 копеек, продает по лучшей цене азиатско-тихоокеанский за 83,77. Инфляция в России в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22%, говорится в обзоре Минэкономразвития. Недели ранее в обзоре министерство отмечало, что на 13 декабря инфляция в России составила 8,11%. Продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания, за исключением овощей и фруктов. На 0,41% непосредственная инфляция составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг. В декабре следующего года станут известны окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в августе. По данным Росстата, общий охват микропереписи составил, согласно оперативной оценке, почти 17 миллионов сельхозпроизводителей. По Якутии переписью было охвачено 67 298 объектов. Особенностью сельскохозяйственной микропереписи этого года стало применение современных технологий при сборе сведений. Данные микропереписи позволят детально оценить ресурсную базу и потенциал агросектора, а также выработать актуальные программы, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства. Самолет российской авиакомпании «Севен» совершил посадку в аэропорту Домодедово после первого в истории рейса на биотопливе. Он прилетел с завода Airbus в Тулузе, был заправлен смесью САФ. Доля биотоплива в составе смеси составила 10%. Авиакомпания «Сибирь» стала первой российской авиакомпанией, которая совершила полет на биотопливе. Наш новый самолет «Мила» только что прилетел с завода в Тулузе, где его смогли заправить смесью из биотоплива и авиакеросина. Таким полетом мы хотели сказать, что экологичные полеты возможны, они безопасны, и это будущее нашей авиации. Природоохранная прокуратура в Якутии требует поднять из реки Лены понтоны, длительное нахождение которых в акватории наносит вред окружающей среде. Они находятся на территории Хангаласского улуса. Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Снежная лавина накрыла 5 военнослужащих Южного военного округа в сторожевой заставе на выезде из Роксового тоннеля Транскавказской автомагистрали во вторник. На кадрах можно увидеть, как ведутся поисковые работы. По информации Следственного комитета России, на данный момент из снега достали 4 человек, 2 из которых не удалось реанимировать. Поиски 5-го продолжаются, возбуждено уголовное дело. Сегодня с 9:30 продолжились поисковые работы на южном портале Рокского туннеля, там, где сошла лавина и где накрыла базу военнослужащих. Целый день проводились работы по расчистке территории этого городка. К сожалению, оставшегося военнослужащего мы сегодня так и не смогли найти. Вот, уже стемнело, целый день работали, это от МЧС Южной Осетии, порядка 35-40 человек с привлечением тяжелой техники, расчищали территории.
Члены экипажа корабля «Союз МС-20» российский космонавт Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии Юсака Маэдзава и Едза Хирана поделились эмоциями от полета на МКС в ходе пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Так, миллиардер Юсаку Маэдзава рассказал, к каким выводам пришел после возвращения с космической станции. На экипаже корабля «Союз МС-20» российский космонавт Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии Юсака Маэдзава и Едза Хирана в среду поделились эмоциями от полета на МКС в ходе пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Так, миллиардер Юсака Маэдзава рассказал, к каким выводам пришел после возвращения с космической станции. Я решил, что о Земле действительно нужно заботиться. Второе, от того, что мы каждый день ели консервы, я подумал, что-то нужно такое в космосе придумать из еды, что можно компактно уложить, чтобы разнообразить рацион. Еще одно осознание ко мне пришло. Надо обязательно и очень тщательно сортировать отходы. По мнению Маэдзавы, если бы политики побывали в космосе, они бы стали иначе относиться к Земле. Также японский миллиардер отметил, что 12 суток на МКС ему показались малым сроком для подобного путешествия и предложил продлить подобные поездки до 20 дней. Я думаю, что мой ответ был таким, потому что первые дня 3-4 ты привыкаешь. Потом, как только привыкаешь, оказывается, осталось всего 8 дней. И уже кажется, что это немножко не хватает, маловато. Идеальным для такого полета был бы срок 20 дней, а вот 30 уже многовато для меня. Со своей стороны российский космонавт Александр Мисуркин добавил, что приветствует повышение доступности космонавтики для людей на Земле. Ранее в понедельник экипаж корабля «Союз МС-20» приземлился в казахской степи. Позже в этот же день его члены были доставлены в звездный городок для послеполетной реабилитации. В пресс-службе ведомства отметили, что все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, а самочувствие экипажа хорошее. Если бы мы представили себе, что авиация в тот момент, когда она зародилась более 100 лет назад, осталась уделом небольшой группы людей, а для остальных это только было что-то из разряда невероятного и не имеющего никакого прикладного приложения для деятельности человечества в целом, то где бы мы сегодня были? Ведь мы сегодня себе не можем представить вообще нашу жизнь на Земле, обычную жизнь на Земле без авиации. Поэтому совершенно естественным является такое же продолжение развития и в космосе. Безусловно, я лично только очень рад и приветствую то, что космонавтика начала развиваться, стала более доступной уже сегодня для людей на Земле. Маэдзава и Хирана на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Экипаж провел на станции почти 12 суток. Ученые из Китая и Британии исследуют эмбрион динозавра возрастом 72 миллионов лет. Зародыш динозавра, обнаруженный в окаменелом яйце, относится к числу наиболее хорошо сохранившихся в своем роде. Его исследуют китайские и британские ученые, рассказывает Сергей Берец. Возраст крошки инлян составляет примерно 72 миллиона лет. Это зародыш овирапторозавра из клады или группы динозавров-тераподов, дальних родственников птиц. Яйцо, в котором он находится, найдено в Китае еще в 2000 году, но только теперь выяснилось, что сам зародыш сохранился на редкость хорошо и уникален в своем роде. Фион Вайсумма из университета Бирмингема занимается изучением крошки инлян совместно с коллегами из Университета наук о Земле в Пекине. По ее словам, перед тем, как вылупиться из яйца, эмбрион принимал такую позу, при которой основной вес тела приходился на голову, что позволяло легче пробивать скорлупу клювом. Такое поведение считалось исключительной особенностью современных птиц, но теперь становится понятно, что то же самое проделывали не птичьи динозавры. Череп исследуемого образца лишен зубов, что наряду с другими анатомическими чертами позволило ученым отнести существо к числу овирапторозавров, отметила Фион Вайсумма. Золотое кольцо с камнем, на котором выгравировано изображение Иисуса Христа в образе доброго пастыря, обнаружили израильские археологи в море около порта Кесария. Оно находилось на месте кораблекрушения. В числе других находок – монеты, ювелирные изделия, колокольчики, а также части кораблей. Подробности далее.
Подводные археологические изыскания на месте гибели 2 кораблей в окрестностях Кесарии принесли ученым немало ценных находок. Одна из них – массивное золотое кольцо с зеленым камнем, на котором вырезано изображение юноши с овцой на плечах. Об этом артефакте рассказывает доктор Роберт Кул, глава отдела монет в Управлении древности Израиля. На этом драгоценном камне мы видим выгравированный образ доброго пастыря. Это один из наиболее ранних символов, который использовала христианская община Востока. Он говорит, что Иисус был пастырем, пастухом, который защищает христиан. Такая иконография отражает идеи человеколюбия и спасительной жертвы. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Возможно, кольцо принадлежало мужчине или женщине в III веке новой эры и служит одним из наиболее ранних доказательств существования христианской общины на Востоке. Помимо кольца, достоянием науки стали монеты, изделия из золота, серебра и драгоценных камней, фигурка орла, колокольчики и другие артефакты. Сокровища находились среди обломков кораблей, один из которых погиб, очевидно, во времена Древнего Рима, другой в эпоху мамлюкского султаната в Египте. Их возраст примерно 1700 и 600 лет соответственно. В Нью-Йорке зажглись огни в районе Дайкер-Хайтс, в Италии плавучая елка в озере Тразимена, а в Испании надежда на денежный приз в сердцах тысяч людей. Там начался розыгрыш национальной лотереи «Эль Гордо», рассказывает Анастасия Дмитриева. В районе Дайкер-Хайтс в Бруклине во вторник посетители увидели знаменитое шоу рождественских огней. Дома переливались всеми цветами радуги, витрины были украшены вертепами, оленями и мишурой. Благодаря иллюминации за прошедшие 2 десятилетия этот преимущественно жилой район стал туристической точкой Нью-Йорка наряду с такими достопримечательностями, как Рокфеллер-центр и Таймс-сквер. Для меня было важно ощутить дух Рождества. И вот это лучшее место. После всех месяцев и даже лет болезни, ковида, огоньки дарят новую надежду. Многие надеялись на полноценные рождественские вечеринки после прошлогодней изоляции, однако радость приходит, когда Нью-Йорк начинает снова ограничивать свое традиционное празднование Нового года из-за распространения омикрона. Впрочем, даже в самые тяжелые дни карантина 2020 года огни освещали Дайкер-Хайтс. В Италии на Тразименском озере появилась гигантская плавучая рождественская елка. По словам тех, кто ее спроецировал, она самая большая в мире. Дерево состоит из 165 9-метровых опорных столбов, 7 километров электрического кабеля, 2600 огней по периметру. Конструкция имеет длину более километра и потребляет всего 10 киловатт энергии из возобновляемых источников. В проекте, который стартовал в 2019 году, приняли участие более 100 волонтеров. Это действительно сложная и огромная работа, заявил агентству Рейтер президент Ассоциации мероприятий Кастильоне-дель-Лаго Марко Чикетти. Испанцы, одетые в красочные костюмы, рано утром в среду выстроились в очередь у Королевского театра Мадрида, где проводится розыгрыш ежегодной рождественской лотереи, известной как «Эль Гордо» – «Толстяк». Каждый год миллионы человек собираются семьями, с друзьями или коллегами, предварительно купив складчину билета, известной как «децимос», то есть «десятые доли». При выигрышных номерах организаторы выплачивают до 400 тысяч за каждые 20 поставленных евро. Рождественская лотерея проводится вот уже 200 лет, 22 декабря. Тысячи людей часами не отрываются от экранов телевизоров, наблюдая, как дети из мадридской школы Сан-Индельфонсо вытаскивают лотерейные шарики из вращающегося барабана, нараспев выкрикивая выпавшие числа. Зрителям разрешили лично присутствовать на шоу впервые с тех пор, как в марте 2020 года разразилась пандемия коронавируса. Многие простояли в очереди больше суток, одетые в сложные маскарадные костюмы. Я прихожу сюда уже 14 лет и не могу пропустить это. Я всегда очень волнуюсь, и чувство только усиливается. У меня есть билеты с номером 400, которые всегда приносили мне удачу. Эта атмосфера стоит дороже, чем билет. Мы празднуем здесь каждый год с друзьями. У меня мурашки по коже, когда слышу звонок «Эль Гордо». Наблюдаю, как люди радуются призам, даже если я не выигрываю. В этом году призовой фонд «Эль Гордо» составляет в общей сложности 1 720 000 000 евро.
А далее мы расскажем, чем знаменателен сегодняшний день в рубрике «Даты и события». На календаре 23 декабря. Сегодня отмечают День дальней авиации ВВС России, День семейных корней, День снежных ангелов. В этот народный праздник чтят память Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. На Руси считали, что мученик Мина способен исцелять глазные болезни, поэтому люди обращались к нему с молитвами о восстановлении зрения. Также произносили заговоры для защиты от полуночниц, нечистой силы, которая будила детей по ночам. Яркие звезды на ночном небе в этот день сулят сильные морозы. Отчетливое созвездие Большой Медведицы предвещает снежный буран. События в этот день. Итальянским астрономом Джованни Кассини открыт второй по величине спутник Сатурна – Рея. Из боевых самолетов Илья Муромец образован воздушный флот Российской империи. Был издан первый номер старейшей в России газеты железнодорожников «Гудок». В Москву из 7-летней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. В этот день родились Александр I Романов, российский император; Карл Брюлов, российский художник, представитель академизма; Владимир Немирович Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург; Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии; Чет Бейкер, американский джазовый музыкант; Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР; император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии; Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Фома, Степан, Сергей, Петр, Николай, Михаил, Лаврентий, Константин, Иван, Евгений, Григорий, Анатолий, Алексей, Александр, Фёкла, Татьяна, Евдокия, Анна, Ангелина, Александра. В Якутске в эти часы проходит первенство республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Николая Захарова Сахача. Финальные поединки пройдут сегодня после 16 часов. Все детали знает мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, здравствуй. Как проходят соревнования? Кристина, здравствуй. Я нахожусь в училище Олимпийского резерва, где примерно 1,5 часа назад стартовало республиканское первенство по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Традиционные соревнования они посвящены памяти прославленного якутского борца Николая Захарова Сахача. В данный момент на 2 коврах у нас идут предварительные схватки. В общей сложности в турнире принимает участие 73 спортсмена из разных районов республики. Отмечу, что победители и призеры всех представленных 10 весовых категорий будут выявлены уже сегодня. Так, по итогам предварительных встреч будут определены участники финальных схваток, которые планируется начать с 16:00. Подробнее о данном старте и целях, которые стоят перед спортсменами, нам рассказал старший тренер сборной республики среди юниоров Василий Неустроев. Предлагаю послушать. Данное соревнование – это официальное первенство республики по вольной борьбе по этому возрасту. Поэтому победители и призеры, первая тройка команды будет включена в состав сборной республики на 2022 год. И эти спортсмены будут представлять нашу республику на всех соревнованиях, на дальневосточных, российских соревнованиях, на всех соревнованиях. На данный момент на Дальнем Востоке 2 основные команды – это Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. Мы являемся лидерами по этому возрасту на данном регионе. Иногда мы выиграем, иногда они. Практически половина золотых медалей забираем мы, половина они. В завершение я хотел бы отметить, что по итогам этого турнира будет сформирована сборная команда Республики Саха-Якутия для участия в дальневосточном первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдет в скором времени в Улан-Удэ. Ну а подробнее об этом турнире смотрите в вечерних выпусках новостей. У меня на этом все. Передаю слово студии. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Власий Сергеев. Мы продолжаем.
Школьник Денис Назаров снова стал чемпионом республики по шахматам. Накануне в столице региона завершился 79-й чемпионат Якутии по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Участие приняли 12 сильнейших. Всего было проведено 20 туров, спортсмены состязались 10 дней. Победителем стал десятиклассник из Мегино-Кангаласского улуса Денис Назаров. Примечательно, что Денис оказался одним из самых юных спортсменов. Но, несмотря на это, занимает первое место на чемпионате уже второй год подряд. Этот чемпионат, он определяет сильнейшего шахматиста республики, который получит право представлять республику на чемпионате Дальневосточного федерального округа. И хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наш чемпион там также оказался среди лучших и попал уже в высшую лигу чемпионата России. А одаренные учащиеся Алданской школы искусств вовсю репетируют перед новогодними праздниками. Снимают ролик с музыкальным поздравлением. Времени остается мало, но, что самое печальное, мало места для занятий. В школе обучаются почти 300 юных алданцев, и классов на всех не хватает. Как удается обеспечить творческий процесс в условиях ограниченного метража, расскажет Татьяна Вахнина. У детского оркестра Алданской школы искусств генеральная репетиция. Юные артисты готовятся к записи новогоднего видеоролика и заметно волнуются. Оркестр возобновил работу в уходящем году. Музыкальный коллектив объединил порядка 60 мальчишек и девчонок. Для учеников народного отделения оркестровое дело является обязательной дисциплиной. Сейчас самое главное, это чтобы они научились играть в ансамбле, играть в оркестре, слушать соседа, слушать себя, смотреть на дирижера. Задач очень много. По субботам репетиции оркестра проходят в концертном зале. В будние дни ребята играют в кабинете. Зал в школе всего один, и он нужен преподавателям и ученикам других отделений. Один раз в неделю мы собираемся группами, потому что зал занят другими отделениями, театральным отделением. Вот. Ну, конечно, нам необходимо помещение. В школе искусств действуют 8 отделений. Особенной популярностью у молодежи пользуется изобразительное искусство. Художественное отделение является наиболее многочисленным. По словам преподавателя Сергея Бабенского, обыкновенных учеников у него нет. Могу сказать, что классы хорошие попались. Ну, все звездочки практически. Ну, и кто-то побольше, кто-то поменьше. Некоторых детей, к сожалению, не берем, потому что контингент не увеличивается. Ну, и самое главное, наверное, это помещение. Картины юных художников алданцы могут увидеть в передвижных галереях. Выставки организуются в рамках проектной деятельности, охватывающей разные направления. Хореография, музыка, театр, живопись. В Алданской детской школе искусств прекрасные познают более 300 учеников. Перед преподавателями таким образом стоит непростая задача – обеспечить безграничность творческого и познавательного процесса в условиях ограниченного метража. Вот смотрите, школа по техническому паспорту 837 квадратных метров, а площадей учебных кабинетов 337, понимаете? И вот на эти 337 у нас получается 314 детей контингент. По национальному проекту «Культура» в 2021 году в учреждении был проведен капитальный ремонт. Школа преобразилась, она стала светлой, чистой и уютной. Но проблема тесноты осталась, и под Новый год дети и педагоги загадывают желание. Пусть места станет больше, чтобы удобно было всем. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Расширенная помощь по соцконтракту приносит результат. Так, семья Филипповых смогла дать старт семейному бизнесу. Шьют зимнюю обувь. Подробнее об условиях участия в соцконтракте, а также о семейном бизнесе семьи Филипповых расскажет Марферина Алексеева. Написать бизнес-план, представить его и подать заявку на социальный контракт – это реальная возможность для самозанятых начать свое дело. Пошивом зимней обуви семья Филипповых занималась давно. Но именно средства, выделяемые при заключении социального контракта, помогли поставить дело на новый уровень. Я по телефону связалась именно вот с социальной службой, да? И мне сказали, какие перечни документов нужны, собрали, сделала бизнес-план. Подошла к ним, и потом где-то в течение 10 рабочих дней нам позвонили и сказали подойти к мэрии,
для защиты бизнес-плана. Мы открыли свой аккаунт, так и называется «Саха Этербес». Также работаем напрямую, звонят на наш номер, и по WhatsApp тоже пишут. По всем этим принимаем заказы. Ремеслом пошива обуви в семье Филипповых занимается не первое поколение. Братья Егор и Виталий переняли навыки и секреты шитья у старших родственников. Поначалу шили обувь для своих родных и друзей, однако спрос стал неуклонно расти. С раннего детства всегда тоже смотрели, как бабушки шьют, мама, и даже помогали. Вручную шили тоже, иголками только. У нас получается, что узоры и сами, формы, все сами придумаем, и все равно узоры с якутской орнаментов. До сих пор семья шила всю обувь полностью вручную. Это, конечно, замедляло процесс. Теперь на выделенные денежные средства удалось приобрести необходимое оборудование, а также расходные материалы. Качество обуви мастера испробовали на себе и своих родных. Они уверяют, сапоги выдерживают якутские морозы, при этом водонепроницаемые и износостойкие. Я уже ношу 4-й год уже примерно. А так при хорошем смотрении это вообще нормально прослужит. Я каждый день где угодно, куда угодно хожу. С Кирова заказываем кожу. Очень хорошая. Не впитывает воду. Внутри мех, овчина, мутон. Хороший, натуральный. Документы на социальный контракт можно подать в администрации поселений, в Якутске в управе округов. Также можно обратиться за консультацией в Управление социальной защиты по месту жительства. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. От вышивки бисером до необычных картин из камней и даже сборов лекарственных трав. Мастерица из села Балугу Рамгинского района Ульяна Михайлова известна широко за пределами родного села. Ее изделия, будь то национальные украшения из бисера или берестяные амулеты, все не только выполнены с безупречным вкусом и высоким качеством, но и наполнены глубоким сакральным смыслом. Картины из камней, найденных на берегах родной реки Амги, дополненные и украшенные бисером, поражают своей самобытностью. А в последние годы мастерица стала изучать свойства лечебных трав и щедро делиться знаниями, а также собственноручно собранными чаями и травяными сборами. Раньше я собирала для себя, для своей семьи, родных и близких. Но у меня со временем я поняла, что люди тоже очень интересуются, и они тоже хотят собирать травы, и чтобы делиться своими знаниями, которые я накопила в процессе. Я стала я поняла, что есть спрос, и стала делать такие наборы Арчилан Алгастан. Этот набор пользуется большим вниманием, успехом даже можно сказать. Это набор очищающий для обкуривания, очищения помещения, пространства. 8-е спортивные игры народов республики состоятся в Усть-Алданском Улусе в следующем году. Коренные жители района, проживающие в городе Якутске, приурочили к этому событию акцию-концерт, где продемонстрировали театральную сценку, песни и поздравления. Масштабное спортивное событие должно сплотить жителей района в стремлении провести мероприятие на высоком организационном уровне. Игры должны стать одним из самых ярких и запоминающихся событий столетнего юбилея нашей республики. На концерте презентовали символ «Талисман игр». Прошла презентация талисмана 8-х спортивных игр народов Якутии. Но это будет, конечно, вокруг нашего главного божества, изображенного тем более на гербе Усть-Алданского улуса. Это лошадь, белая лошадь, сакральное животное для Усть-Алданского улуса. Конечно, был проведен конкурс, было более 30 работ, фактически со всех уголков республики, но все равно и художники видели образ нашего района через призму нашего герба, поэтому больших сомнений в выборе не было.
Ленск выиграл конкурс по 2 заявкам и прошел отбор в федеральную программу «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Ленчане выбрали 2 территории для благоустройства по адресам: Первомайская, 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе, построенном в рамках программы переселения рабочей. Дворы домов по улице Первомайской не только востребованы жильцами этих многоквартирников. Эта зона пользуется большим спросом у пешеходов. В округе расположено несколько образовательных административных объектов, торговых комплексов, городской парк культуры и отдыха. Одной из критериев, который давал большее количество баллов, это было софинансирование со стороны внебюджетных источников. И вот, скажем, «Газпром Трансгаз-Томск» нам подтвердил свое участие в этих программах. Буквально месяц тому назад мы общались с Бородиным Владиславом Ивановичем, обсуждали дальнейшее сотрудничество муниципального образования города Ленск и «Газпром Трансгаз-Томска». Надо сказать, что они нам помогают в разных областях, и, скажем так, в благоустройстве города они выделяют очень большие финансовые средства, там порядка 5-6 миллионов рублей. В эти выходные 25 и 26 декабря в Русском драматическом театре состоится премьера мюзикла «Кентервильское привидение». Спектакль в стиле мюзикл подарит всем желающим невероятное ощущение и возможность подружиться с дружелюбными привидениями. Более подробно об этом нам расскажет наш корреспондент Валерия Наумова. Валерия, приветствую, передаю тебе слово. Кристина, здравствуй. Нашей съемочной группе удалось присутствовать на генеральной репетиции уникального спектакля, премьера которого состоится уже, как ты сказала, 25 и 26 декабря, уже в эти выходные. Спектакль называется «Кентервильское привидение». Уникальность состоит в том, что это мюзикл с элементами небольшого, может быть, ужастика или триллера. И справедливости ради хочется отметить, что спектакль рассчитан на детскую аудиторию, но интересно будет и взрослым. Более подробно про саму постановку нам расскажет режиссер данного спектакля, режиссер Русского театра Андрей Габышев. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про постановку. Здравствуйте. На самом деле, у вас лежит в основе произведение Оскара Уайльда, это всем известно, но пьеса написана, можно сказать, специально для нашего театра. То есть я лично знаком с драматургом, у него был уже написан текст, но я попросил его увеличить, добавить еще персонажей, для того, чтобы больше занять людей в нашей труппе, и многие сцены были дописаны именно для этого. Специально я переговорил с композитором, который тоже писал специально треки именно для нашего театра. То есть они нигде больше не звучат, тексты нигде не читаются. Это полноценная премьера, то есть нигде, ни в каком театре вы не увидите подобную сказку. То есть ни в плане текста, ни в плане сценографии. А как долго шла подготовка к спектаклю? И про декорации можете рассказать, я знаю, они тоже уникальные. У нас уникальный художник работает просто над сказкой, мой друг Андрей Волков. Мы с ним долго работаем, разговариваем на одном языке, и в этом мне очень просто. То есть, если я ему даю какие-то замечания, он все учитывает, доделывает, перерабатывает, и иногда даже делает лучше, чем я предполагал, что он сделает. Он всегда меня удивляет, уделяет очень много подробностям, деталям. Например, доспехи, то есть каждую мятинку на доспехе он лично контролирует, чтобы это было сделано, каждый узор, чтобы из евофома материала, то есть чтобы он казался настоящим металлом. Для него нету мелочей, есть подробности, которые он добивается от всех цехов, иногда сам, иногда всегда берет кисти сам и начинает работать, когда понимает, что не могут передать его мысли. Вы сами видите, что на сцене у нас уже почти все готово, но это тоже не все готово. У нас до последнего идет подготовка. Например, сейчас у нас нету горгулей, которые еще их вырезают, еще сейчас будут ставить, и вечером еще один будет прогон, когда мы будем видеть уже более полноценную картину. Также видео для спектакля с летающими привидениями у нас готовит видеомонтажер наш, видеоконтентчик Вячеслав Ефимов. Тоже у нас все еще идут штрихи, поправки. Актеров мы отпустим, останемся с ним работать, технические доработки делать. На самом деле это очень долгая, кропотливая
кропотливая работа. Начали мы вообще работать над этим спектаклем по приезду из Владивостока, но у нас там был достаточно плотный график, то есть другие спектакли были. И сейчас вот в краткие сроки мы выпускаем 2 спектакля сразу, и детские, и взрослые. Из-за этого у нас такой в авральном режиме существуем, можно сказать, ночуем, живем в театре. Я еще в подводке сказала, что спектакль с элементами триллера или ужастика. Это так, или вы можете меня поправить? Не испугаются ли дети на этом спектакле? Как говорит мой знакомый, автор инсценировки Денис Коваленко, он называет эту сказку страшно смешная сказка. То есть у нас нет задачи напугать детей, но избежать какой-то мистики и привидений в самом названии, да, кентервильское привидение невозможно. Само собой, мы постарались насытить его какими-то трюками, волшебством, полетами, там, трюк от летающей головы пытаемся сделать, ну, какие-то фокусы. Насколько это у нас получится, ну, это уже судить зрителю. Спасибо вам большое. Я благодарю, что рассказали так подробно про спектакль и желаю вам отличной премьеры. Спасибо. Спасибо. Но хотелось бы еще также отметить, что премьера состоится 25 и 26 декабря уже в эти выходные. Ну и все новогодние праздники театр тоже будет представлять данную постановку. И Русский драматический театр ждет всех желающих провести эти новогодние праздники вместе. На этом у меня все. Кристина, передаю вам слово. Валерия, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Валерия Наумова. Торжественная церемония украшения главной новогодней елки страны прошла в среду на Соборной площади Московского Кремля. Правительство бережно хранит традиции по установке и украшению новогодних деревьев, взявшие свое начало по инициативе Петра I в 1700 году. В этом году честь наряжать лесную красавицу также досталась юным кадетам технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России. Они повесили на елку праздничные игрушки, после чего получили сладкие подарки. Новогодняя красавица этого года, по подсчетам специалистов, достигла 94 лет. Ее высота 28 метров, диаметр ствола составляет 56 сантиметров, а размах нижних ветвей равняется 12 метрам. Дерево привезли из леса в подмосковном Щелково. В любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится. 3000 метров гирлянд светодиодных, 14 прожекторов подсвещают нашу елку, более 1400 игрушек, более 1400 игрушек висят на нашей елке. Дизайн был разработан специально специалистами для того, чтобы повторить убранство и красоту Соборной площади Московского Кремля. И первая елка на Соборной площади Московского Кремля появилась по инициативе Петра I. И в новогодние праздники елка была установлена, также была привезена из Подмосковья. Елка была установлена на Соборной площади у стен Московского Кремля. Живых лесных красавиц предпочитают наряжать в своих домах и жители Нерюнгри. Многие любят встречать Новый год с настоящей лесной елкой или сосной, пахнущей свежей хвоей. Для таких людей в Нерюнгринском районе лесничество начало продажу деревьев, рассказывает Екатерина Павлова. Все мы прекрасно понимаем, какое же празднование Нового года без главного символа новогодней елки. Однако желание украсить свой дом не должно вступать в противоречие с законом. Незаконная рубка деревьев может испортить праздничное настроение и повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность. Ежедневно Нерюнгринское лесничество проводит патрульные мероприятия. Административный штраф за незаконную рубку на граждан от 3 до 4 тысяч и плюс причиненный ущерб за одно дерево 2617 рублей. Если сумма ущерба составляет более 5000, то уже идет уголовная ответственность. Нерюнгринцы, жители города, относятся ответственно к этому делу, поэтому у нас много людей выписывают именно разрешение на заготовку самостоятельно. Заготовка осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Для получения разрешения гражданам необходимо обращаться в конторы участковых лесничеств, взяв с собой паспорт и свидетельство ИНН. А те, кто хочет купить уже срубленную сосенку закона, могут сделать это в Нерюнгри по улице Карла Маркса возле товаров для дома, на Кравченко возле светофора и в Чульмане по улице Мира 11А. Стоимость елки
зависит от высоты. Чем ниже, тем меньше, чем выше, тем больше. Телегрызы покупают средние елки, потому что много берут этих искусственных. Ну Вот и так примерная цена, допустим, вот этой елки. Ну вот цена этой елки 1200, свыше 2 метров. И, конечно, не нужно забывать, что те, кому жаль живые деревья для новогодних праздников, могут отдать предпочтение искусственным. Тем более сегодня их огромное множество на выбор. Главное, чтобы символ Нового года радовал вас и ваших близких, не омрачая праздник нарушением закона. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В столице Алмазного края построили целый ледовый городок. Всю неделю в Мирном работали известные скульпторы по льду и снегу братья Аргуновы из Якутска. В Мирном мастера оказались впервые. Какими еще работами прославились братья и почему предпочитают домашнему теплу работу на морозе, узнавали наши коллеги. Даже если у вас нет короны и королевской мантии, королевой все равно можно себя почувствовать, придя на площадь города Мирного. Здесь построили вот такой трон изо льда. Долго на нем сидеть не получится, а вот сфотографироваться можно. Конструкцию весом почти 100 килограмм мастера возвели за день. Трон, как в сказке «Морозко», стоит позади елки. Каждую деталь ручными инструментами вырезали братья Аргуновы из Якутска. Творить из льда их хобби. Чего только резная спинка трона стоит. С новыми мастерами знакомимся и опыт набираем. 10 лет кряду семейный подряд творит и за пределами республики. Анатолий и Василий собрали команду, заявились на российские и международные конкурсы. Мастерили и спальню для Деда Мороза, и сказочных рыб. Не составило труда и геометрические ледяные деревья вырезать. Повелители льда, так себя называют братья, всегда уезжают с конкурсов не с пустыми руками. Занимают призовые места. В этом году у меня что-то фартануло. Каждый раз второе место. Ну, чуть-чуть не хватает на первое. Ну вот, и живем, радуемся, что есть лед, что есть наш мороз, и выходит красота, вот природная такая. Ну, для нас это как хобби. В этом году фигуры делают только ледяные, снежных не будет. Мастера творят на площади, когда температура на улице до 35 градусов. Если ниже, лед может треснуть, а мелкие детали прикрепятся некачественно. Основную форму делаем. А ей удобно? Она же такая тяжелая, неповоротливая. Это специально для... нам удобно с ним работать, как ручка. Вырезаем основные вырезы, потом уже с томеской там улучшаем, глянец делаем и узоры всякие. Вот так постепенно ледяная глыба превращается в чернильницу с пером, изящную балерину, конька-горбунка и тигра – символ 2022 года по восточному календарю. Ледовый городок в Мирном братья Аргуновы сделали за неделю. А вот сколько эти фигуры проживут на главной площади города, зависит от мирнинцев. Фотографироваться с произведениями искусства можно, трогать руками и взбираться на скульптуры не стоит. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В паблике «Типичный Краснодар» обсуждают голубя, который, возможно, прилетел из Якутии. Белого голубя с биркой «Якут» 1870 на лапке заметили в одном из офисов в Краснодаре. Птицу накормили, дали воды, но улетать он не собирается, сидит на козырьке подоконника. В комментариях краснодарцы отмечают его суровый взгляд и шутят, что даже голуби улетают из Якутии. Сильные морозы в Якутии длятся уже неделю и продержатся до ее конца, однако при этом уже к выходным возможно небольшое потепление. Об этом сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик. Она отметила, что к выходным температура повысится на 5-7 градусов. Сначала на западе республики, потом и в центральных районах. При этом ночная температура в центральных районах может стать ближе к норме и достигнуть минус 43-48 градусов. Напомню, сегодня в Якутске объявлен актированный день для учеников с 1 по 8 классы. А теперь о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег минус 42, ближе к ночи ожидается минус 45. Порывы ветра достигнут
4 метров в секунду. В Нерюнгри минус 37, давление составляет 707 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 37 градусов. В Ленске сегодня минус 34, к ночи температура воздуха опустится до минус 33 градусов, ветер до 8 метров в секунду. В Мирном минус 33, давление составляет 751 миллиметр ртутного столба, ветер до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 44 градуса, ближайшей ночью также минус 44, ветер от 2 до 4 метров в секунду, давление составляет 772 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше информации на наших сайтах. До встречи в эфире.